Друзья, у моих друзей сегодня очень важное событие. Я хочу поделиться с вами тем, как мне приходится присутствовать на нем. Костянчик, спасибо за эту возможность. Спасибо за прямой эфир. Костян, меня отнеси. Отнеси меня, ребят. Я тоже хочу их поздравить, обнять. Вованчик, я тебя обнимаю. Сашуль, Вован, очень рад за вас. Ну-ка покажите, Вова, свое покажи. Все, прогнали, да? Спасибо, Костян. Вован, Сашуль, ура! Вы решились на это, вы сделали это. Я вас поздравляю. Ну, вернее, решился, наверное, больше Вованчик. Обычно мужики должны решиться, набраться решимости и сделать этот шаг. Наверное, больше, чем девушки. Но, тем не менее, это решение обоюдное. Как вас, наверное, только что спросили, согласны ли ты, согласны ли вы. Вы оба согласны, так что я вас поздравляю. Я очень за вас рад. Очень рад, что хотя бы так, как смог побывать с вами. Сашуль, на самом деле, когда вы стали встречаться, я заметил, что у Вовы стало появляться очень много награждений, медалей. Вот это очень здорово, значит, ты его заряжаешь, значит, он тебя заряжает, вы друг друга заряжаете, это дорогого стоит. Видно, что вы соратники по духу, в этом плане в том числе, и это здорово, что вы нашли друг друга, что вы все-таки вот сделали, создали семью. Я уверен, что она у вас будет очень крепкая. Я желаю вам счастья, желаю вам детишек. Причем детишек одним не обойдетесь. Я думаю, что вы уж сами думаете об этом. Вообще, Вован, ты один из моих близких друзей. И очень жаль, что я не смог побывать у тебя на свадьбе. Один из последних моих друзей-холостяков сегодня женился, я всех теряю. Нормально, на самом деле. Наконец-то мои друзья потихонечку становятся настоящими мужчинами, создают семьи. Но у каждого свой путь. К чему меня приведет мой, я не знаю. Но я очень ценю семейные ценности. Надеюсь, что меня тоже ждет своя семья. Ну, когда это будет, я еще не знаю. Мам, пап, это будет, я вам обещаю. Но чуть попозже. Сейчас не время. Ну, я рад, что я хотя бы так смог, на самом деле, смог погрузиться в атмосферу вашего бракосочетания, назовем это так, за 5000 километров отсюда, что хотя бы такой вот прямой эфир позволил мне побыть вместе с вами, почувствовать, что я сижу там. Костян очень грамотно сделал, как будто бы я вот действительно сел там рядышком на стуле и сижу, наблюдая за вами. Жалко не погулять вместе. Я вас люблю, целую, скучаю, обнимаю. Хорошо вам погулять, хорошего вам свадебного путешествия. Ну и получается, что сегодняшний весенний выпуск я посвящаю вам, потому что сегодня у вас родилась и начинает крепнуть семья, так же как в Якутии проснулась и начинает крепнуть природа, и лето вступает в свои права. Поэтому смотрите и наслаждайтесь. Всем доброго утра. Сегодня у нас 18 мая. Утро пока хорошее. Сегодня день открытия туристического сезона в Якутске. Собирается большая толпа туристов, около 50 человек. Идем по тропе здоровья. Ну, это так примерно то, что я понял, суть нашего мероприятия. Я опять иду на автовокзал. Автобусы там уже ждут. В 9 мы выезжаем. Сейчас уже без 7, наверное. Я так понимаю, что первый раз настолько официально решили устроить это мероприятие. Потому что там будет мэр города Якутска, Сардана Владимировна. В общем, собираются и опытные, и неопытные туристы. Скоро поедем. Уже жарко. Знакомимся с друг другом пока. Ну что, туристов много. Потом уточню, сколько человек собралось. Это вот у нас орел. И Нюргун. Орел — символ Хангаласского улуса. Дальше у нас Табагинский мыс идет. Ну что, все готовы, да? Около сотни человек, да, у нас получается сегодня? Вот толпа туристов. Никогда такого не видел.
Часто у вас так собирается столько людей? Раз в году, наверное, Да. вот так вот, да? 2-3 раза ключевые моменты. Это бывает на открытии сезона, на закрытии сезона. И в середине И Мусхая, Егор Петрович Макаров, хозяин, собирает нас. Пускай детей, школьников принимает там и расскажут, где, какие исторические места, какие там раскопки, что где, что было там. Это было бы здорово, воспитание детей к природе, чистоте, порядку. Давайте, Галия, пару слов скажите. Она только приехала с Алтая, со сплава-то. Вот мы туристы. Ура! Да, вот давайте, Галия, пару слов скажите. Добрый день, дорогие земляки, туристы. Мы воспитанники советской школы туризма. Мы тоже бывали не только по Якутии, но и по всему миру, скажем так. Но краше, многограннее нашей родной республики Саха-Якутия нигде нет. Что после нас ни одного следа не осталось. Ни туалетной бумаги, ни окурочка у нас даже не курят. Нужно познавать свою историю, свои корни. Свой край, Да. край. Если человек Да. имеет свой корень, свое древо знает, тогда этот человек цельный. Охтон бербет, кюстахи его. Вот. Добрый день, уважаемый Сардан Владимировна, дорогие туристы. Разрешите мне от имени населения Хангаласского улуса сегодня всех вас приветствовать на гостеприимной Хангаласской земле. И очень отрадно, что сегодня приехали именно сторонники активного образа жизни. Мы сейчас вот находимся в месте, которое имеет именно историко-археологическое значение для всего народа Саха. Здесь буквально 3 века назад находилась стоянка Муньян-Тархана. Это отца легендарного Тыгына. Здесь первый СФ был проведен именно в этой местности Кулаты. Ну и, конечно, хотелось бы сказать, что Тектюр у нас это столица тектюрского наследия, она находится в 42 километрах, 195 метров от города Якутска, от почтамта города Якутска. Это ровно марафонская дистанция. Да. Ура! Открытием туристического сезона на священной земле Эрканы! Ура! Я хотела бы, конечно, во-первых, поблагодарить гостеприимный Хангаласский улус за то, что предоставили нам сегодня, в самом начале сезона туристического, начать это все здесь. Действительно, место, на котором мы сегодня стоим, это сакральное место для нашего народа, это историческое место для нашего народа. Я считаю, что здесь вообще, именно в этом месте были заложены основы первой якутской государственности. Я думаю, что сегодня и день замечательный. Вы помните, какая была погода вчера и какая погода сегодня. Это для того, чтобы, Боги видимо, смотрят. да, наше родное небо, наша родная земля приветствует и хочет, чтобы мы увидели ее в самом-самом замечательном весеннем состоянии. И река у нас пошла, и слава Богу, пока все спокойно, молимся. Хорошего дня! Спасибо. Приезжайте в Якутию! Красивейшая страна мира! Сегодня день подснежников, говорят. Да? Ну, дорогие туристы, вперед! Я у нас руководитель турклуба Сувол, да? Да. Познакомлю вас со зрителями своими. Очень приятно. Да, знакомьтесь. А тебя Она у нас старший турист, да? Очень хорошее имя выбрал, кстати. Так, ну что, начало маршрута положено. Вот обратите внимание, несмотря на то, что тут все еще серое такое, уже здорово. Красота. Что же будет потом, когда все позеленеет тут? Вот новый мост, который сделали. И пошла тропа вверх. Все цветет. Вот такие желтые цветы. Название у них интересное. Бурачок, как мне сказали. Первая буква Б. Погода радует вообще. Потому что по прогнозу было пасмурно, дождь, ветер. Но мы пока только вышли, еще к Лене не подошли. Там, наверное, поболее ветрено будет. Но все равно сейчас так хорошо. Виды какие тут везде, а. Это вот подснежники.
Смотрите, сколько их тут много. Все горы желтые. Гламурная тусовка, да? Помним, как у нас было зимой. Вот уже Лена идет, но лед стоит. Ледохода не вижу. Перекус у нас сразу как поднялись. И песни. Как приятно завтракать с таким видом. Нашел какого-то жука интересного. Притворился мертвым. О, пускай там сидит. Ну все, перекусили, песенки попели. Идем дальше. О, сверху круто. Вот тут есть лавочки. Можно посидеть, понаслаждаться видами. Место очень доступное вообще. Вот, получается, мы отъехали, вон дорога. Сюда вот подъезжаешь, поднимаешься, и все, уже можно даже до сюда. Вот кто с детишками, с маленькими, кто далеко не может идти. Приезжайте, поднимитесь хотя бы вот так вот сюда. Смотрите, как здесь здорово, красиво. Конечно, ближе к реке, когда подходишь, ветер поднимается. Как тут мне рассказывают, что когда лед вскрывается, когда идет ледоход, сильно поднимается ветер. Прям сильно в Якутске чувствуется, на реке. И вот я не пойму, это ветер из-за того, что идет ледоход, или ледоход из-за того, что идет ветер? Что от чего зависит? Ну, в общем, вот не понимаешь, как одеться. Вот то разденешься жарко, то оденешься холодно. Сейчас такая погода, конечно, опасная немножко. Наконец-то муравейничек. Давно я не видел их. Сейчас как начнут кусать. О, начали. Прям вцепляются, ничего себе. Жесть. Но муравьиная кислота полезна. Наверное. Знаю один способ, недавно мне рассказали, здесь уже, от комаров. Комары, оказывается, боятся муравьиной кислоты. Соответственно, берете мокрую тряпочку, влажную, кладете на муравейник. Они начинают по ней ползать, там выделяют кислоту муравьиную. И, соответственно, потом этой тряпочкой смачиваете открытые участки тела. И, по идее, это хороший способ защиты от комаров. Не знаю, не проверял. Надо будет этим летом проверить. Я сейчас поступил как плохой турист, отстал от всей группы. Так делать нежелательно. Нельзя скрываться из поля зрения инструкторов. Ну, у меня-то опыт уже есть, я-то не просто новичок. Новичок. Когда снимаешь видео, фото всякие, ну, постоянно отстаешь. У меня это проблемы. Так-то я долгий. Блин, не знаю, что с этим делать. Всю жизнь борюсь. А еще и отвлекаешься, то все снять. Раз уже никого нет, думаешь, блин. А нехорошо. Ну, потому что не очень прикольно так бежать постоянно. Надо иметь возможность как-то останавливаться. Смотрите, как здорово здесь лес сделан. Граница такая. Вот сосны идут. Без. А тут березки. Вообще природа очень разнообразная. Я тащусь. Сейчас меня опять все начнут пугать комарами. Вот как пойдут они, тогда и посмотрим. Но мне кажется, это будет тяжело, согласен. Я не представляю, когда они вот так вот облепляют со всех сторон. Ты там не знаешь, куда деться. Это, наверное, уже не до созерцаний. О, еще один муравейник. Уже маленькие, там были покрупнее. Так, попробуем муравьиную кислоту. Давайте, атакуйте. Угу. Что себе? Много причем. Да их тут на каждом шагу. Это уже третий, пятый. Так, что-то небо затягивает. Ветрено становится, небо затягивает. Ну ничего, настроение это не портит.
Общаюсь тут с туристами. Все такие хорошие, добрые, веселые. Да, Здорово. интересуемся, что здесь происходит у нас. Некоторые сами идут первый раз. Да, так вот я понимаю, что многие, кто живет в Якутии, здесь сами многие места не видят. А тут что не место, все красота. Можно бесконечно останавливаться каждый метр. А сейчас дальше открытая река пойдет уже, да, полностью? Ну я к тому, что вот таких мест уже не будет с островками красивых. Вот это мне понравилось. Здесь красиво. Да, Иркин лучше. Торчат вон эти самые. Да, это да. уже вот там вот планируется мост. Это самое узкое место, А, где можно. И дно хорошее. я слышал, что все-таки планируют, да, что все-таки надо делать. И его вот будет. как бы если и будут мост делать здесь через реку, то именно здесь. вот по этим вот опорам, видишь, Мгм. где электричество идет. Угу. Идем недолго, и уже привал, обед. Ну, часик где-то мы прошлись. О, вон оттуда. Идем вот так вот по сопкам. Весь маршрут вот так вот вдоль сопок идет, вообще круто. Красиво. Все останавливаются. А ладушки давайте. От ладушков я никогда не отказываюсь. И вообще от еды. Спасибо большое. Сейчас как пообедаем с красивыми видами. Так, всем приятного аппетита. Слушайте, рябушка вообще замечательно подходит для таких перекусов, как замена консервам своя. Прям здорово, я этот рецепт придумал. Рябушка тушеная по-якутски. И снова песни. Спасибо. Везде угощают вкусняшками. С морской капустой? Так, стойте, у меня рук не хватит, так давайте. Зажимайте. Игорь, Ой, очень вкусно везде. Вы худенький, поэтому все хотят вас накормить. Правильно, правильно. Но только это бесполезное занятие. Уже пытались. Уже пытались? Почти, да. Игорь, покушали, да? Да, меня там у каждого стола так плотно покормили. А сколько нам идти еще? Мы же только вышли. Или уже почти пришли? Ой, сейчас будет прошли. половина, наверное, почти, да? Не знаю. Ну, вообще маршрут легкий, да, идем Маршрут налегке. легкий. Будет один большой подъем. Но если хочешь нагрузки, Хочу. ну, мы обычно как хотим это делаем, то мы в эти ныряем все. На всех маранах всегда вот в каждый овраг ныряем. Ну, то есть вот эти вот впадины, да, Мараны? А мыран это не впадина, а мыран это на самом деле сопка сама. А, сама сопка, да, Мыран? Мыран. А впадины это Ага. будет Тохолары. Мыран я запомнил, а Тохоларамын я уже не запомню. Это уже не для меня. Какой сегодня хороший день. Какая красивая природа вокруг. Какие хорошие люди окружают. Я вообще очень доволен. Вот сегодня собралось, ну, очень редко так собирается такая большая толпа
туристов, потому что обычно они ходят отдельно, но это все вот большое, в основном, туристическое сообщество Якутска, которое вот так вот не часто собирается вместе. Я, считаю, первый раз со всеми вот так вот знакомлюсь. И очень здорово, все такие добродушные, приветливые, такие приятные все люди. Так что, мам, пап, не переживайте за меня. Я тут в очень хороших руках. Меня окружают очень хорошие люди. И я доволен. Народ Саха, привет вам. И большой-большой респект. Вот сюда уже машины доезжают по этой дороге со стороны Якутска. Тит, лиственница. Вот уже смотрите, какая красивая. Вот это вот хорошее место. Смотрите, как туристы растянулись. Спуск и подъем сразу. Вон уже там кто-то ходит. Девчонки, быстрее ложитесь рядышком. А мальчишки можно? Да? Да, с моей стороны. Так, сейчас ляжем. Где скажете? Вообще прикольно, да, вот взять так, скатиться вниз. Да, ну это не так прикольно, как смотрится. Так, друзья, мы с вами сегодня имеем уникальную возможность наблюдать переходный момент, приход весны. Именно вот такой, я считаю, прям вот, видите, река вскрылась, пошла. Это буквально вчера-позавчера лед пошел, лед тронулся. Все начинает зеленеть, природа просыпается. И лето постепенно входит в свои права. Смотрите, лиственницы все, вообще лиственница очень красивая. Мне нравится дерево. Мне кажется, хоть у нас они, по-моему, есть, но очень мало. Я их никогда так близко не наблюдал. Круто. Хоть все еще, видите, серенькое, но вот потихоньку вот все в цветах. Все вот начинает желтеть, зеленеть. Очень круто поймать этот момент, запечатлеть. Пока комаров нету, тоже можно расслабиться. Красиво так все двигается, течет. Я, оказывается, ни разу такого не видел. То есть у нас тоже есть там небольшие речки, ну, в Сосновом Бору, ну, в Питере Нева. Но как-то не наблюдал никогда. Сейчас вот первый раз вижу, как вот такие массы льда двигаются, так красиво смотрится. Прям вообще. Не знаю, меня этот вид прям завораживает. Вид плывущего льда по реке. Я прям наслаждаюсь, смотрю, никак не могу уйти. Ребята уже вон все там наверху уже песни поют. А я стою и смотрю. И никак не оторваться. Потому что такого уже скоро уже не будет. До следующей весны. Зрелище. Фу. Как ты тренируйся. Подъемы всегда тяжело даются. Запыхиваешься. Передайте привет всем моим зрителям. Привет! Блин, я готов тут сидеть бесконечно. Так это, блин, это зрелище такое мощное. Прям завораживает. Не хочется уходить, но уже надо, уже время поджимает. Уже там сейчас нам скоро автобусы забирают. Так-то я бы сюда пришел бы и залип бы на пару часиков бы. Но нет, надо идти. Ладно, пойдем, чтобы меня не ждали. У реки сразу задувает, только выходишь, одеться приходится. Меня забыли, пока я там наслаждался рекой.
ищу, бегу. Ну, это Богинский мыс. Тут, в принципе, если что-то на кто-нибудь приедет, а вон, и тут все нормально. Столько тут много лиственницы. Вообще здорово. Говорят, тут листики вот эти маленькие ее, иголочки, их можно кушать. Они кисленькие. О, блин. Болото. Блин, просыпается все. Вот это сейчас вот реально переходный такой момент, что все, мне кажется, неделя и все позеленеет. И все будет уже лес летний. А может и больше, не знаю. Ну, погода вообще теплая стоит. Солнце. Каждый день почти. Ой, кайф. Ну все, почти пришли. Вот здесь, кстати, говорят, вот резиденция Илдара Хана, президента республики. Вот домики стоят. Можно тут по лесу еще спуститься. Напоследок по лесу погулять немножко. Не так быстро, конечно, время 4 часа. Мы считаем, ну, в 10 приехали, ну, 5 часиков примерно погуляли. Тоже хорошо, но всегда мало. Я бы остался. Ой. Ребята ночуют, но я просто, блин, надо завтра воскресенье, очень много всего сделать. Не успеваю я теперь, пошло вот много мероприятий. Я теперь видео не успеваю. Снимаю, монтировать никак, руки не доходят нормально. Сейчас только в процессе еще аймикон не доделан. Куча еще всего, блин. Зимний еще буду сейчас выкладывать. Еще бы часов 10 в день дополнительных. Чтобы отработать полноценно, все свои задачи выполнить. И потом дальше еще второй рабочий день на канале. Так что выкладываю, что могу, как есть. Чтобы канал жил. И так иногда выкладываешь, думаешь, блин, ну так, непонятно, что сделал. Хочется всегда делать хорошее видео. Ну, невозможно всегда быть идеальным. Бывают и ошибки, когда понимаешь, что не угадал. Наверняка без ошибок не может быть никакой деятельности. Через ошибки мы учимся. И всем рекомендую ошибок не бояться. Кто ошибается, тот значит что-то делает. А люди часто боятся ошибиться и при этом в итоге ничего не делают. И у меня также. У меня это даже на подсознательном уровне я разбирал. Я когда вижу перед собой какую-то сложную задачу, я могу сразу для себя оправдать, почему я не могу выполнить, найду причины, и потом, и в итоге не начну даже делать. И мне легко, потому что я делать не начал, и я, значит, не обжегся и не допустил никаких ошибок. И все, вроде живешь, хорошо тебе, и ты никаких, у тебя все гладко, все ровно. А цели так не достигаются. Чтобы чего-то добиваться, нужно постоянно что-то делать. И не бояться браться за какие-то новые идеи, новые вещи. И не бояться не справиться с ними, а стремиться по максимуму сделать все возможное. Если даже у тебя не получится в итоге, ты знал, что ты попробовал, что ты попытался, да, не сделал в этот раз, значит получится в другой раз. Это я делюсь с вами своими мыслями, потому что сам еще этому всему учусь. Это не так просто, когда у тебя мозг был по-другому вообще настроен всю твою жизнь предыдущую. И сейчас ты осознаешь, какие у тебя в подсознании находятся ошибки, которые мешают тебе достигать чего-то в жизни. Вот тогда ты вот начинаешь по-новому смотреть на вещи. Вот делюсь со всеми вами своими мыслями, потому что я еще сам на пути к развитию, на пути к каким-то достижениям. Все на ваших глазах, даже, ну, реально все вот у меня так и идет. Начиная с первого видео. Думаете, я знал, что у меня будет так, что я буду в аймиконе, что я вот попаду к ремесленникам, например, что так все будет развиваться потихонечку. Ничего не знал, просто шел, думаю, все, начну снимать по улице. Раз, и включил камеру и начал снимать, начал говорить, все. А до этого просто, опять же, ничего не делал, потому что хотел, чтобы это все было идеально, чтобы вот если уж делать, то хорошо, и там долго ничего не делал. А потом просто взял и сделал, и все, и пошла работа. Так что, друзья, берите и делайте. Вот вам мой совет. Если что-то хотите очень давно и не делаете, значит просто надо взять и начать делать. Неважно как, неважно это будет плохо, но это будет начало. А дальше вы уже исправите какие-то свои допущенные ошибки, учтете какие-то недочеты, и все будет у вас хорошо. Вот. Так, сегодня был отличный день. Прям и хорошо, что я не решился отсидеться дома, потому что это было просто сегодня очень здорово, очень душевно. Я прям в таком сейчас подъеме внутреннем, в таком восторге нахожусь.
Надеюсь, хоть немножко смог вам передать свои эмоции этим видео. Туристы вышли из леса, потихоньку двигаются. Ну все, мы дошли до автобусов. Время 4:30. Все, выгружаемся по домам, делать свои дела. Всем пока. До новых встреч.